Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Благословление свыше. На что вас благословляют небеса. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Так, здесь не одна ситуация, здесь несколько. Я сейчас вам буду говорить, объяснять, передавать эту информацию, а вы уже применяйте к своей жизни, к своей жизненной ситуации. Прежде всего, вас тут благословляют на какое-то дело. Дело, о котором вы в последнее время очень часто думаете. То есть какой-то план в вашей голове, какая-то задумочка, какое-то, может быть, я не знаю, как увлечение, у кого-то бизнес, у кого-то новая работа, учеба, да, что угодно может отыграться. Но это новое, это то, чем вы еще не занимались, в чем себя, как говорится, еще не пробовали. Я вижу ваши переживания, я вижу ваше смущение, даже какое-то немножко недоверие к себе, недоверие, либо к ситуации недоверие. Знаете как? А справлюсь ли я, а стоит ли, да в этом возрасте, да зачем оно мне нужно, да, может чем-то другим позаниматься. Вот эти все сомнения, все это смущение лучше выбрасывайте. Высшие силы включили вам зеленый свет и говорят: бери и делай. Это твое, это для тебя. Не просто так возникла эта ситуация, не просто так эти мысли в твоей голове родились. Тебе нужно этим заниматься. Вот именно в этом ты себя найдешь. А кому-то прям так и просят передать: именно в этом ты добьешься своего максимального успеха. Понимаете? Нужно переключаться на что-то новое. Нужно не бояться и идти, как говорится, вперед из песни, да, с гордо поднятой головой. Вам будут даны ресурсы, и вам будут даны какие-то люди. Люди, которые, я так понимаю, что будут вас либо обучать, либо вам помогать, либо для вас что-то делать, да, какую-то поддержку вам оказывать. Поэтому, мои хорошие, новая работа, новые начинания, новые увлечения. Вот туда, только туда. Даже, возможно, следует что-то отложить, отменить и сфокусироваться именно на этих мыслях, на этих начинаниях, на этих новых действиях. Да, пришло время себя прокачать, пришло время добиться всего и сразу. Да? В частности, там, успеха, денег, ну и каких-то новых обширных возможностей для себя. Следующий момент. Ну, здесь вы видите, да, два человечка вместе, а третий уходит. Смотрите, вы все разные, у каждого своя ситуация. У кого-то из вас отыграется, что человек, например, да, стоял на выборе, ваш возлюбленный человек, да, то есть были вы и была еще какая-то женщина. Здесь вам так и говорят, да, вы созданы друг для друга, вы должны быть вместе. Этого мужчину подтолкнут к вам. То есть, да, мужчина сделает выбор в вашу сторону. И вы должны этого мужчину принять. Не бояться, что, ой, сегодня он со мной, а завтра он опять побежит к той другой женщине. А именно его принять. То есть, видите, вы вдвоем уходите в правую сторону, а эта одна персона уходит в левую сторону. И если смотрит меня мужчина, просто переворачивайте под себя. Потому что я женщина, мне легче со стороны женщины говорить. Также, девочки, у кого-то отыграется ситуация, что мужчина был не свободен, то есть он проживал с другой женщиной в семье, мужчина делает выбор в вашу сторону, и вы ведь тоже начинаете думать, сомневаться, да, а вдруг он сейчас передумает, вдруг там что-то поменяется, все-таки там семья, может быть, дети есть. Девчонки, высшие говорят, ваша любовь, она дана свыше. Вы пара,
вы друг другу по судьбе, и поэтому вы должны быть вместе. То есть у мужчины идет вот момент решения. Вы выбираете не вы, выбирает мужчина. Да? То есть, вернее, не так. Решение принимаете не вы, а принимает мужчина. Мужчина потянется к вам, а вам нужно его в этом поддержать, потому что вы просто действительно созданы друг для друга. У кого-то также может отыграться, что мужчина, например, ваш муж, и он где-то там погуливал, да, погуливал. Все, там с прошлым покончено, с этими гульками покончено. Мужчина не на шутку испугался, что он вас потеряет, лишится вас, своей семьи, своей любви. Да? И он как бы будет делать попытки вернуться обратно. Решение он уже принят, а ваша, конечно, сторона — это принять. Принять, ну, либо отказать. Высшие силы говорят: мужчина твой, он тебе по судьбе, вы должны быть вместе. Поэтому, как бы там ни обстояли дела, ситуации, вы должны с этим мужчиной быть вместе. Ну, либо хотя бы дайте ему этот шанс. Там, попробуйте, испытайте его, да, но не отказывайте ему. Вот. От той другой женщины, либо от того другого мужчины, да, ваш партнер уже отказался. Все, решение уже принято. Там, ну, там все сломалось, все разбилось, там уже назад возврата нет. А вот у вас еще все впереди с этим человеком. Так, следующий момент. На что вас благословили? На борьбу вас благословили. Я вижу, что дело ваше правое, но почему-то вы смущаетесь, почему-то вы переживаете, почему-то у вас какой-то такой обреченный взгляд на эту ситуацию. Борьба. Это может быть действительно там, своих прав добиться, либо прав своих близких. Может быть какой-то суд, может быть какие-то разбирательства, может быть там, попросить какое-то обращение, да, по справедливости. Вы ведь там лишнего не просите, там, себе ничего не наматываете, не набрасываете, а вы именно хотите справедливости, вы именно хотите справедливого решения. Смотрите, буква закона и правда, они на вашей стороне. Но почему-то как-то вам уверенности не хватает, либо сил не хватает. Да? Высшие силы говорят: мы тебя благословляем, борись, и ты победишь. Победа будет нелегкой, но она будет, и она будет твоей. Твоей. Вот мужчины и женщины, послушайте внимательно. Даже если вы чувствуете себя маленьким Давидом, а боретесь с гигантом Голиафом, вы все равно победите, вы все равно выиграете. Даже если ваши шансы минимальны. Да, вот вы смотрите на ситуацию и думаете: ох, нет, тут я точно не смогу ничего сделать, да, я не смогу победить. Высшие силы говорят: нет, будешь победителем, 100% будешь. Пусть тебя ничего не пугает, твое дело правое, поэтому бери, борись, побеждай, получай свою справедливость. Вот чего бы это ни касалось. Так, с левой стороны. Здесь пришло время кого-то потеснить, мои хорошие. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но есть человек, который над вами либо занимает какую-то более выгодную позицию, чем вы. Человек каким-то нечестным путем добился этого положения. То есть, может быть, там по блату, там через взятку, через каких-то там, не знаю, кумовьев, родственников, там, знакомых. Ну, в общем, как-то выкарабкался, да? Каким-то хитрым образом обошел вас. Человек пустышка, человек пустое место, никчемность, бездарность, просто ноль. Да, ноль, вот такой вот пустота, да, сплошная пустота. Но благодаря каким-то нечестным путям этот человек возвысился, причем возвысился над вами. Вам, конечно, покоя не дает эта ситуация, но вы очень самокритичны. Да? Вот, вроде как понимаете, что человек никчемный, а думаете: а может быть нет. Ну не может быть так, что прям так дурака поставили там на какую-то должность руководящую, да, либо что вот дурак там добился вот такого-то там успеха, либо такой-то популярности. Да, так иногда бывает, когда люди махинируют, там, склонны к каким-то таким, знаете, подпольным действиям, там, коррупция, взятки, сговоры, да, так иногда бывает. Высшие силы говорят: пришло время
этот воздушный шарик лопнуть, да, причем с таким громким оглушающим звуком. Мои хорошие, не бойтесь человека, как говорится, поймать за руку. Не бойтесь обличить этого человека в его глупости, в его тупости, в его, нечестности. Да? Вот, не хочу, конечно, такие слова говорить, там YouTube иногда ругается, но вы поняли, да? Я вижу, что время пришло этого человека вам просто, выбить, даже не столкнуть, а выбить со своего пути, со своей жизненной дороги и занять свое место, и причем это ваше место, и занять его, да, надеть эту корону, занять этот трон. Время пришло. Знаете, может быть, этот человек лишился поддержки, да, может быть, раньше кто-то за этим человеком был, а сейчас никого нет. Да, и вот оно хорошее время восстановить эту справедливость, да, убрать этого человека никчемного, который там по блату занял это место, и наконец-таки, как говорится, да, занять свой трон. Мои хорошие, здесь борьба, но это даже не борьба, это выщемление этого человека с места. То есть здесь нужно обличить этого человека, причем громко обличить, так, чтобы другие слышали и знали. И человек просто либо самоотвод возьмет, да, скажет: ой, сейчас побьют меня, да, ой, сейчас все узнают, меня побьют, да, возьмет и убежит. Либо человек упадет со своего этого трона, и корона покатится, и попке будет больно. Да, но все как должно быть. Да, не на свое место ты залез, дружок, либо подруженька. Да, поэтому пришло время уходить. А вы достойны этого места. Это место изначально было вашим, либо для вас было создано, там, полностью вам соответствовало. Да, но из-за какой-то нечестной вот такой теневой игры, к сожалению, вы долго не могли занять свое место. Высшие силы говорят: действуй, обличай. Да, раскрывай глаза, да, людям раскрывай глаза, говори правду, указывай на недостатки этого человека. Не молчи, займи свое место, займи свой трон. Так идет. Так, следующий момент. Поездка, переезд, релокация, смена картинки. Вы все разные. Кому-то пришло время просто куда-то съездить, а кому-то пришло время переехать. Причем переехать вот именно на постоянную основу. Может быть, вас пугает этот переезд, может быть, у вас нет возможности, чтобы осуществить этот переезд, может быть, еще какие-то там обстоятельства, которые вас смущают. Неважно. Важно, что сейчас высшие силы мало того, что вас благословляют, так они вам еще и, как говорится, дорожку протаптывают, да? Перед вами протаптывают, чтобы вам было легче идти. Сейчас будут складываться так обстоятельства в вашей жизни, что, как говорится, выхода нет. Выхода нет, надо ехать. Либо выхода нет, надо переезжать. Да, вот так будет складываться. И билеты будут находиться, и документы будут приходить, и какие-то там одобрения будут, и упрощения будут. Просто выстилают вам путь. Да, такую ковровую дорожку выстилают перед вашими ногами. А ты бери да иди. Да, ноги берите да идите. Так идет. Мои хорошие, чтобы вас тут ничего не смущало, чтобы вы ни за что не переживали, особенно для тех, кто будет ехать за границу, либо совершенно в новое незнакомое место, и так может отыграться. Все будет очень хорошо. Высшие силы уже обо всем позаботились. Может быть, вы раньше хотели уехать, но не получалось. Либо что-то было недоступно, закрыто. А сейчас все будет открыто, все будет доступно, все будет, как говорится, к вашим услугам. Берем и делаем, да, берем и едем. Путь открылся, расстелился перед вами, да, высшие силы все там уже там протоптали, все эти указатели поставили, явки, пароли, все это уже есть. Все это уже есть. Придется ехать. Смотрите, вы в одну дверь выходите, в другую входите. Так идет. Полная смена картинки. Полная смена. Так, на что вас еще благословили? Кого-то благословили на беременность. На беременность, на продолжение рода. Может быть, конкретно вы, кто смотрит мою отсыпку, там, вы женщина, да, вас благословили на то, чтобы вы забеременели. Вы мужчина, вашу женщину благословили на то, чтобы она забеременела. А вас, соответственно, на то, чтобы вы дали продолжение. Может быть, это ваша, там, не знаю, взрослая дочь, взрослый сын. Да, здесь вот на ребеночка благословили, на продолжение рода благословили. Особенно это будет актуально для тех, кто очень долго не мог забеременеть, либо для мужчин, кто очень долго не мог оставить свое продолжение, да, в виде ребенка. Болезни, ситуации, там, сложности в жизни, да, все бывает. А здесь все преграды сняты.
Здесь, как говорится, от одного прикосновения уже можно забеременеть, поэтому имейте это в виду. Кто там со сложными диагнозами, со страшными диагнозами, все, выдыхайте. Время пришло беременеть и рожать. Все. Вы под защитой ангела, очень сильного ангела. Тут и ангел и вас защищает, и будущего ребеночка защищает. Все хорошо будет. Прям так четко показали. Так, ну и последний венец. В венце у вас здесь четкое указание на исполнение какой-то мечты, какого-то желания. Причем желание вы загадали давно, а исполнение только сейчас произойдет. Да? Вот какая-то, может быть, даже юношеская мечта, детское желание, либо желание, которое загадано там несколько лет назад. Вот благословили. У вас будут инструменты в руках. Это не просто, что вот, на тебе это желание, вот ты хотел, когда-то просил, там, да, мы вспомнили, тут где-то у нас записано, на, держи, пришло время, да, ты заслужил, молодец, на тебе твое желание, на тебе твое исполнение. Нет, не так будет. А вам будут даны какие-то инструменты в руки для того, чтобы вы сами свое желание исполнили. Инструменты. Инструментами может быть что угодно. Инструментами могут быть деньги. Инструментами могут быть действительно какие-то там штуки, при помощи которых можно что-то сделать, да, что вы там мечтали, планировали. Это очень хороший знак, ведь никто уже не влияет, а? Все в ваших руках. Хотите — исполняете, хотите — не исполняете. Есть даже такой выбор, да? Выбор пути. Но желание ваше хорошее, желание ваше светлое, оно очень положительное. Может быть, даже оно уже связано не только с вами, но и с вашими близкими людьми. Инструменты у вас в руках будут. Ну, а вы уже там поступайте, как считаете нужным. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.